Москва. Нет ничего удивительного, что все основные мероприятия в нашей стране проходят именно в столице. Здесь находится резиденция президента, парламент, правительство и офисы крупнейших компаний. Тоже тут. Но раз в год, в начале лета, Москве бросает вызов Петербург и заявляет, что он не только культурная столица, но и деловое сердце России. Ведь здесь проходит главный экономический форум страны – Петербургский. Какой же кинофестиваль без красной дорожки, не исключение и московский. Правда, эта прогулка для наших героев может оказаться настоящим испытанием. Ведь перед тем, как попасть внутрь кинотеатра, нужно преодолеть 24 ступени. А на улице плюс 10 и ветрено. Казалось бы, вот памятник. Сделай пару шагов, и вот река. Но на той стороне немцы установили пулеметные точки и расстреливали каждого, кто подходил к берегу. И весь склон был в телах. Причем воду, которую удавалось все-таки достать, ее давали не людям. В первую очередь ее отправляли на охлаждение стволов пулеметов «Максим», без которой они не могли стрелять. Это точная копия орбитальной станции «Мир». Ее затопили в 2001 году в Тихом океане. Тогда она состояла из 6 модулей. На первый взгляд кажется, что станция небольшая, но в ней было все необходимое для того, чтобы работать и жить. В одном из отсеков находилась баня. Выглядит она вот так. Люди заходили внутрь и парились. А это странная конструкция – умывальник. Сверху отверстие для лица, сбоку для рук. Туда поступали капли воды, и можно было умываться. На форуме много говорили об инновациях, и они действительно вокруг. Например, гости выставки могли пообщаться с роботом или улететь в другой регион, не выходя из павильона. Ну а счастливчики оказывались частью виртуальной реальности. 2019 год признан комиссией ООН годом языков коренных народов мира. И очень символично, что именно в 2019-м 4 юных якутянина поступили в Государственный литературный институт имени Горького на переводческое отделение. То есть они в будущем будут переводить наших местных республиканских авторов с якутского на русский. И наоборот, с русского на якутский, русскую зарубежную классику могут быть переведены какие-то и современные бестселлеры, например, «Гарри Поттер» на якутском языке. Как вам такой вариант? Так что перспективы огромные, творческие. Обо всем об этом, а также о том, трудно ли быть писателем, какие якутские ребята поступили сюда в литературный институт и каких якутских авторов, состоявшихся, уже знают здесь, в столице, мы поговорили с ректором литературного института Варламовым Алексеем Николаевичем.